Уважаемые жители республики, добрый день. Расскажу вам о нашей большой поездке большим правительством во главе со мной в Заполярную Воркуту. Буквально вчера вернулись поздно вечером. Для чего ездили, все по порядку сейчас расскажу. Сразу после приезда посетили самый, наверное, основной, самый важный объект. Это водовод. Водовод, который обеспечивает водой и для питьевых нужд жителей Воркуты, и для технических нужд. Я дал поручение правительству Республики Коми и администрации муниципалитета выработать оптимальную административно-экономическую модель эксплуатации Усинского водовода и всего теплогенерирующего сетевого комплекса Воркуты, чтобы обеспечить стабильное ресурсоснабжение города. Во второй день мы побывали на Воркутинской ТЭЦ-2. По поручению президента России идет работа по переводу этого объекта на газ. ТЭЦ-2 обеспечивает электроэнергией Воркуту, частично Инту, а также производит тепло и горячую воду для поселка Варгашор и Северный. На сегодня завершена поставка оборудования для технического перевооружения котла-агрегатов. Строительно-монтажные работы завершены на 7 из 9 котлоагрегатах, и монтируется электрооборудование и ведется подготовка для установления автоматизированной системы управления всем технологическим процессом. До конца 2020 года Воркутинская ТЭЦ будет полностью готова к приему газа. Конечно, перевод с угля на газ позволит значительно улучшить экологическую обстановку. Сегодня, когда подъезжаешь к ТЭЦ-2, это, в общем, эти черные трубы, которые коптят на всю тундру, конечно, не украшают, а самое главное, конечно, наносят экологический вред тундре. Ну и кроме этого, кроме того, что мы точно совершенно улучшим экологию, мы еще и повысим эффективность энергообеспечения Заполярья. За 2 дня мы успели посетить целый ряд социальных объектов, побывали в Воркутинском драматическом театре, посетили начальную школу, детский сад номер 1. Там созданы условия для образования и развития детей с нарушением зрения и социальной адаптации этих детей. Побывали в школе 40 с углубленным изучением отдельных предметов. Она является региональным инновационным центром в области информатизации. Посетили дворец творчества детей и молодежи. Это самое большое по численности и площади образовательное учреждение Воркуты и республики. Обучается в этом дворце более 2500 детей. Работает прекрасный коллектив педагогов. Они реализуют 58 образовательных программ. Это спортивная, художественная, техническая, естественно, научная направленности. Есть уникальный зимний сад, где растут более 400 видов растений со всех континентов мира. Созданы студия звукозаписи и детского телевидения. Побывали в детской художественной школе Воркуты. Вы знаете, что работы учащихся школы представлены не только в музеях республики, но представлены также и в Третьяковской галерее в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге. Работы ребят экспонируются на выставках во многих странах мира, отмечены наградами различных творческих конкурсов. И хочу отметить, что мы были просто поражены уровнем работы с одаренными детьми, которые сегодня в Воркуте, и тому, как много здесь уделяется внимания раскрытию талантов и развитию творческих способностей ребятишек. Безусловно, мы будем поддерживать такие образовательные учреждения. Так, например, в детской художественной школе в ноябре 2020 года из бюджета республики выделены средства на укрепление материально-технической базы. И до конца года в школу поступят компьютеры, графические планшеты, моноблоки для изучения предмета графический дизайн, световая фотоаппаратура для изучения предмета фотоискусства. Все это сегодня необходимо для того, чтобы ребята могли осваивать программы дополнительного образования на самом лучшем современном уровне. Правительственный десант побывал на социальных объектах в поселке Варгашор. Здесь мы оценили состояние плавательного бассейна Варгашорец. Также мы побывали в кинозале «Север»
изучили опыт Воркуты по реализации современного модельного стандарта в библиотеке поселка. Напомню, что заявка на создание модельной библиотеки в поселке Варгашор признана лучшей в России по итогам федерального конкурса в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура». Ну и после посещения плавательного бассейна Варгашорец я дал поручение правительству дополнительно изыскать средства, необходим ремонт кровли бассейна, и в 2021 году эту работу поставим для исполнения. В дни нашей работы в Воркуте открылся офис «Мой бизнес». Это было сделано в результате большой работы. Для чего? Ну, в первую очередь для того, чтобы предприниматели Воркуты получали весь спектр услуг, в том числе и консультационный, на месте в Воркуте, не выезжая в Сыктывкар. Для чего это, опять же, какая это будет поддержка? Ну, во-первых, мы понимаем, что сегодня очень многие предприниматели не знают тех возможностей, которые появились с введением в июле этого года в действие федерального закона об арктических территориях и о преференциях, которые на этих территориях этим законом введены. И это прозвучало и на встречах с депутатами города Воркуты, потому что вопросов было задано именно по развитию бизнеса очень много. Во-вторых, мы рассказали дополнительно, и это будет постоянно предметом дополнительного обучения в вот этом офисе, головном офисе «Мой бизнес», по стратегии развития Арктики. Такая стратегия также была утверждена президентом России в октябре этого года, совершенно свежий документ. И главный инструмент стратегии – это государственная поддержка инвесторов. В первую очередь субъектов малого и среднего бизнеса, создание так называемого специального экономического режима. Этот режим включает очень большой спектр преференций, как налоговых, так и неналоговых, именно для арктических инвесторов. Сегодня любой зарегистрированный в районе арктической зоны предприниматель, который готов реализовать инвестиционный проект и вложить не менее 1 миллиона рублей, сможет получить статус резидента и гарантировать себе ряд значимых преференций. Это и административные послабления, и, как я уже сказал, налоговые льготы. Какие мы ставим задачи для себя, для того, чтобы вот такую работу провести и какие получить результаты? Ну, в первую очередь, это, конечно же, создать новые производственные площадки. Эти новые площадки создадут новые рабочие места. Причем эти рабочие места мы сегодня уже закладываем в них высокий уровень заработной платы. Для того, чтобы снизить миграционный отток. И для того, чтобы этот механизм заработал, конечно же, нужно проводить большую разъяснительную и консультационную работу. И как раз для этого, в том числе, и должен будет работать мой бизнес и специалисты, которые уже в этом офисе начали, вот, как я сказал, уже со вчерашнего дня работать. И точно совершенно мы видим, что эта работа востребована. Еще одна тема, которую также обсуждали в Воркуте, это создание медицинского кластера. Напомню, что это поручение заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева. Для реализации этого поручения я на прошлой неделе встречался с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Игоревичем Шадаевым. Почему? Потому что работа этого медицинского кластера потребует очень высокого, качественного уровня цифровизации. Сегодня Воркуту связывает одна ниточка. Пропускная способность этой ниточки всего лишь 60 гигабит в секунду. И, конечно же, этой емкости абсолютно точно уже сейчас понятно, недостаточно для развития телекоммуникационной инфраструктуры региона и организации цифровых сервисов. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России поддержал позицию, которую я рассказал вот по созданию такого мощного медицинского кластера.
И отметил, что сегодня построенная ПАО «Ростелеком» от Сыктывкара до Воркуты волоконно-оптическая линия будет дооснащаться с учетом как раз требований, которые заложены уже в основу передачи больших баз данных вот с этого медицинского кластера. Говоря о развитии Воркуты, нельзя не говорить о принципиально важном направлении, это развитие транспортной доступности заполярного города. Ну и хочу отметить, что, как и мы обещали и договаривались, продолжаем развивать внутренние авиасообщения. Со следующей недели, 15 декабря, начинает курсировать авиарейс из Сыктывкара в Воркуту дважды в неделю, каждый вторник и четверг, с вылетом в 13:20 из Сыктывкара и в 16:30 из Воркуты. И рейс будет уже выполняться на самолетах Ан-24. Мы как раз на Ан-24 вот, десантом нашим в Воркуту летали, и наш авиапарк Коми-Авиатранса в этом году пополнили 2 из 3 бортов Ан-24. Мы их взяли в аренду. С 14 декабря начинает курсировать рейс Сыктывкар-Усинск, тоже бортом Ан-24. Точно так же будет дважды в неделю, понедельник и пятницу, вылет из Сыктывкара в 14:20 и из Усинска в 16:40. Ну и хочу сказать, что начал у нас летать первый Ан-24, который заменил ранее самолеты Л-410, еще и на направление на Усть-Цильму. Что очень, на мой взгляд, положительно. Вот как только мы поменяли на Ан-24, сразу вырос пассажиропоток по направлению Сыктывкар-Усть-Цильма. И если говорить о перспективе транспортной доступности, я хочу еще раз напомнить, что мы продолжаем работу с корпорацией Ростех, с тем, что как только появятся первые самолеты Ил-114, они сегодня проходят уже летные испытания, то первые самолеты придут как раз в республику для того, чтобы постепенно менять Ан-24. Ил-114 это тоже турбовинтовой самолет, как раз среднемагистральный, но это уже самолет с современными характеристиками и в первую очередь с очень хорошим сервисом. Подводя итоги нашей двухдневной поездки в Воркуту, хочу сказать, что, на мой взгляд, и по оценке членов правительства республики, это была очень важная поездка. Ну, надо сказать, что просто многие члены правительства впервые были в Воркуте, и для них нужно было именно на месте посмотреть тот объем работы, с которым нам предстоит в ближайшее время справиться. Точно совершенно и по оценке на встрече с депутатами городского округа Воркута, это была такая же положительная оценка по нашей работе. Сегодня у нас большой государственный праздник, День Конституции. Я хочу всех поздравить с этим событием и, конечно же, пожелать улучшения нашей жизни, улучшения наших отношений между друг другом, выстраивания политеса, выстраивания добрых, переговорных, знаковых и значимых результатов нашей совместной жизни и работы. Пожелать всем добра, пожелать всем здоровья и пожелать всем успехов и уверенности в завтрашнем дне. Всего вам самого доброго, берегите друг друга. До свидания, до следующей встречи.